флакончик, налил туда розу и мяту. В маленькой лаборатории творческий беспорядок. Юный парфюмер Михаил Цулоев создает очередной шедевр. Название духов еще не придумал, но точно уверен. Здесь все как в музыке. Ноты верхние, кориандр, гиацинт. Их мы сразу чувствуем, признается парфюмер. Ну а нижние ноты сердца, розы, мяты. Ну и куда же без души. Вот такая сложная, но очень интересная химия. Мне нравится смешивать ароматы. Духи, созданными своими руками, всегда получаются неповторимыми. Даже одна и та же рецептура дает немножко другой аромат. Это мне нравится это преимущество. Там не будет вредных веществ, и мы будем знать срок годности. Химию в 3 классе не изучают, да и увлечение Михаила довольно необычное. Но ребенок с ранних лет отличается от сверстников особым, тонким обонянием. Сначала он просто прислушивался к аромату, но потом сам стал его создавать. Читал различные статьи в просторах интернета, смотрел обучающие видеоролики. В итоге создал свой первый флакон. Назвали его «Сердце матери», и не случайно. Я вам дарю духи. Угадайте, что я туда положил? Ну, чувствуется, что мята. Ну, я их назвал «Душа матери». А что ты туда добавил? Мята, мандарин, кедр, жожоба. Жожоба как основа, да? Да. И ты назвал их «Душа матери». А почему именно «Душа матери»? Потому что, когда я их нюхаю, то я все время вспоминаю маму. Воплотить свои идеи в жизнь Михаилу помогает учитель химии. На кружке юному парфюмеру показали, как смешивать эфирные масла. Кстати, такой метод создания аромата считается самым сложным. Из 3 видов духов Михаил умеет создавать только твердые. Что самое интересное, мальчик может сам написать и рецептуру. В его ежедневнике множество рецептов. Он тщательно их перебирает. Самый основной ингредиент – мускус. У него всегда на столе. Он помогает закрепить запах. Когда мне было 8 лет, я участвовала в ярмарке редких профессий. И что меня попросили сделать духи. И я сделала. Мне очень сильно понравилось. Тем более было очень вкусно. Для того, чтобы сделать духи, нам понадобится основа. За основу берется масло жожоба, масло виноградных косточек, кедр и спирт. Духи, которые создает Михаил Цулоев, даже полезны для здоровья. Ведь за основу он берет только экологически чистый продукт – эфирные масла местных трав. С химией у Михаила точно будет все в порядке. Мальчик отлично учится в школе. Педагоги отмечают, он разносторонняя личность. Мне тоже Михаил подарил духи. Они очень вкусно пахнут. Он очень всесторонне развитый, умный ребенок. Помимо того, что он делает духи, он еще учится очень хорошо. Особенно у него хорошо получается по математике. Математику он очень сильно любит. Михаил, он у нас в классе очень умный. Он всем девочкам дарит духи, цветы. Он очень красиво рассказывает стихотворения. Михаил на достигнутых успехах останавливаться не собирается. Он всегда в поиске новых рецептов и ярких ароматов. Наш герой в будущем мечтает стать известным парфюмером. Ведь самое главное, талант у него уже есть. И, возможно, в ближайшем будущем на прилавках парфюмерных магазинов появятся духи под маркой «Сделано в Ингушетии». Рина Цичоева, Адам Далаков, Новости 24.